Начало августа. Погода отличная, но прохладная. Не знаю, наверное, уже дело идет к заморозкам. Приехал очередной раз на свою дачу. Уже костер горит. Будем кипятить чай. Фу, все как обычно. С прошлого раза еще бочка там. Еще не перевернул. Остатки надо посмотреть, что там. Ветер сегодня северный, холодный. Прохладно на улице. Вода ужасно большая. Ужас. Да. Не знаю, что-то поймаем, нет, на этот раз. Он шиповник уже почти красный весь. И мягкий даже. Уже скоро витамины. Шиповник для печени хорошо. Кто болеет, у кого болеет печень, рекомендую. Кроме шиповников, ягоды нету ничего. Шиповник, да. Видите? Вон лесники сделали такую беседку, курилку. Возле него он гриб такой аккуратно растет. 2 штуки. Даже трогать его не будем. Он, наверное, гнилой. Большой уже. А воды сколько, ужас. Фу, как весной. Весеннее полноводье. Вон. Вставляем край. Кто-нибудь может и смотрит. Сколько шиповников. О, витамин. Никак не пройти мимо. Еще не доспелая. Но здесь уже мягкая становится уже. Угу. Еще немножко. И все. Ягоды будут спелыми. Вон их возле дорог сколько. Много. Почти спелые. Мягкие уже. Мягкие, вкусные. И вдоль дорог очень их много. Нахожусь возле озера. Надо посмотреть, как там. О, не очень маленькое озеро. Приличное. Вон, целый поворот туда идет и дальше он туда. Чистые. Да, спиннинг. Мальков что-то тоже не видать. Блин, так чисто. Сразу видно, рыбаков еще здесь не было. Мути никто не поднял. Вот это красота. Вообще класс. Так красиво. Подводная Одиссея. Блин. Фотоаппарат был бы с хорошим зумом. Или как там правильно. Так классно вообще. Какие-то жучки плавают там. А мальков нету. Красиво. Иду по дороге и особо грибов
не замечаю. Наверное, какой-то период был. Немножко вот раньше чуть-чуть пособрали грибов. А сейчас какое-то время, наверное, выхода еще нету. Но вижу, наметил, чтобы вот больше их не видать. Или возле дороги тоже люди ездят, ходят, собирают. Вон пенек. Только ножка дорожки, оказывается, здесь остаются. Люди ходят. Ходят, собирают. Вон уже рыжик есть. Пока не буду собирать их. Сегодня дошли до сенокоса. Избушка тут. Не очень маленькая, где-то 5 на 5, наверное. Вон сено уже скосили, стога стоят, озеро тут. Вообще класс. Там речка недалеко. Смотрим, что за избушка. Очень большая. Избушка очень большая тут. Печки нету. Аккуратно так-то, в принципе, нара сделана. Одеяло, матрас. Одно окно. Для такой избушки, конечно, 2 окна не помешают. Отсюда еще буду сделать сухари, все. Продукты оставлены. Продукты все здесь есть. Как и раньше говорил, сейчас доверяют, оставляют. Да и охотник всегда поставит на одну ночь, чтобы переночевать в избушке, и еда там оставалась. Вот так и живут народ. Избушки все высокие, где-то 2 метра внутри. А вот в интернете я смотрю, городские делают как палатки, маленькие избушки. Не знаю, не пробовал жить в таких избушках. Ну вот в нашем районе именно так делали и делают. Сейчас, конечно, запрет на избушки, наверное. Сейчас без разрешения ничего не сделаешь. Но, конечно, крыша уже все капец. Видимо, хозяин здесь настоящий хозяин, кто делал эту избушку. Не было его тут. Будешь смотреть на свою избушку, приезжай, делай что-нибудь. Ох. Крыша уже старая, все. Капец крыша. Еще 1 год и все провалится. Но в принципе нормально. Еще избушка ровно стоит. Избушка ровно стоит. Ладно, пойдем дальше. Спустимся к озеру, посмотрим, что там. Вот такое
озеро тут. Большое, блин. Большое, вот. Показывал. Поворот там. Но, блин, чистое, да. Вот это да. Как чисто. Фу. Мути никакой нету. Не, терпения не хватит, наверное. Перетащу свою лодку сюда, на озеро. И попробую на спиннинг, может, что-нибудь поймать. Вообще класс. Вечерком. То уже солнце будет садиться. Вон мальки и есть. Значит, рыба здесь тоже должна быть. Да. От звука, от шума не разбегаются. Ох, не пугаются или нету их крупных. Вон травы выше пояса. Очень. Ух ты. Нифига себе. Здесь и проводиться можно. О, бля. Вон. Длина. Там еще поворот и второй поворот. Озеро знакомое, но щучков не вижу, не наблюдаю. Она чисто. Мальки есть. Да и очень много их. Очень мелкие мальки. Ага, сейчас вечерком сюда приедем. Смотрим. Пошли. Эй. Иду на рыбалку. Вода большая, но попробовать можно все равно. Со своей резинкой вон. Головка. Салатового цвета резинка. Здесь трава. Пробуем. Ну, уже половим. Придется выключить. Здесь вот попробую возле травы покидаю. И дальше пойдем. Покидал. Раз 15, наверное. Немножко вниз по течению там проходил. И здесь, возле травы. Ни хрена. Он как головка играет. О, круто. Такое лакомство, и хоть бы хны, мажора нету. И рыба не хочет брать. Как играют. Ладно, пойдем. Поеду, наверное, лодку возьму и съездим на это озеро. Там покидаем. Может, там что-нибудь поймаем. О. Только играй. Но рыбы нет, не берет. Все, грузим лодку. Лодка даже с водой. Сейчас так и поедем до озера. Смотрим, что там в этом озере и хищники. Загрузились, поедем. О!
Сенокос, трава не скошенная. Дорога, конечно, здесь не очень. Но река совсем близко. Возле реки самая яма. Река такая большая, вдоль реки дорога. Да, не очень приятно с плохой дороги ехать. Доехали. Айда, лак. Локтите. Готовлюсь к ужину. Варю макароны. Он уже кипит. Чай уже закипел. Туда закину еще консервы. И ужин будет готов. Покушать и спать. Завтра еще на спиннинг попробую порыбачить. Что-то у меня не получается. Не умею, или рыба не берет. Что-то все, наверное, буду завязывать с этим спиннингом. Не мое оно. Спиннинг это не мое. Вон мой БТР стоит. Отдыхает тоже в грязи. Ох, по уши в грязи сегодня. Да. Тихо. Ветра сейчас нету. Солнце уже тоже скоро сядет за горизонт. Приехали с ночевкой. Переночую одну ночь. Немножко заготовил дрова. Дрова из пихты. Самые плохие дрова. Ух, они не горят какие-то они. Я не понимаю, что за дрова. Самое то это, как его, елка и сосна. Вон мой ящик второй. Это уже летний вариант. Все снасти летние. Вон прикормка там. Вон крючки. А зимний вариант, он из 20-литровой бочки. Все красиво. Сегодня дождя нету. Буду ночевать в избушке. Немножко тоже печку затоплю. И буду ночевать. Вон какая елка тут возле моей избушки. Да, немножко сверху видно вот. Ветер есть. Листья немножко шевелятся. А внизу вон дым идет вверх. Здесь ветра нету. И комаров, между прочим, не очень так много. Это в июне ужас, что творится. Сейчас терпим, а сейчас вот в основном мошкара будет. Август это сезон мошкары. Так, вон макароны уже почти готовы. Воду оттуда вылью. И закину туда консервы. Будет уже
3 минуты и ужин готов. Удобно, бочка. Обрезал болгаркой. Вот еще здесь надо было обрезать. Подкидывать дрова. Все. Удобно. Он затолкал. Все. Колбасу будем дома кушать. А здесь макарон пойдут. Фу, вечер. Что-то не сидится, не спится. Решил смолу. Этот как его? Гнать или как там. Он курычит. О, течет. Фу. О, блин, запах какой. Вон костер, как и в прошлый раз. Бочка нагревается, там дрова смолистые. И вот по трубке уже смола течет, вон капает. Да. Не знаю, видно, нет. Капает, да. Пойду к речке. Смотрим с утра, сколько там уже. О, рыбы там тоже плещется. Вот с утра я отмечал, и где-то 2 сантиметра еще вода прибыла. Вода стоит. Где-то вот до сюда, наверное, было уровень. Полметра спала, полметра упала вода, и уже сегодня 2 сантиметра опять прибывает. Ну, за целый день. Это уже можно сказать, вода стоит. Будет, наверное, уже дальше падать уровень. Ни одного облака. Тишина. Только звук костра и все. Вообще класс. Ни одной моторной лодки. Днем несколько штук проехали здесь. Ягод нету, грибов, наверное, сейчас тоже пока нет. Люди сидят дома. Сосна высохла, не знаю, в какую сторону упадет. Там тоже елка. Ух, велишь, велишь. Вон как красиво. Сегодня, наверное, будут заморозки. Вон. Сейчас вот уже пар получается. Точно, блин, заморозки будут. Фу. Запах дыма, блин, такой острый. О, вообще струя такая. Ну, в прошлый раз как-то мало получилось из-за того, что толком не знаю, как это делается. И аж звук идет, ручьем течет.
тебя. И звук такой. Шумит как самовар. Чайник. Сейчас попробуем на этот раз сколько выйдет. Дров сейчас меньше, чем в прошлый раз. Но все равно уже смолы там почти пол ведра уже. Фу. Ладно, пусть бежит. Пусть бежит смола. Ведро. Утро 7 августа. Проснулся 5 утра. Уже костер взяла, он горит. Будем пить чай. Мангал поставил выше, удобнее. Как и говорил, роса. На улице очень прохладно. Росы очень много, значит дождя сегодня не должно быть. Костер потух. Посмотрим результат какой-то. Так. Вот это уже смола. Вон пол ведра. И здесь вот с прошлого раза 1,5 литра. Здесь ну, 3-4 будет. Смола какая. Густая. Густая смола. Это лодкой будем мазать. Еще может для чего-нибудь. Все потухло. Туман на речке. Ух, холодно-то как зимой. Посмотреть, что на речке творится. Вода падает. Вода падает. Сантиметров 2-3 за ночь упала. Вот что осталось от наших дров. Вот так и делается угли для шашлыков. Вон уголь для шашлыка. Это надо собрать. И в следующий раз, как приедем, можно уже шашлык на нем готовить. Все сгорело. Вся смола вышла оттуда. Попробуем на спине. Может утром кто возьмет. Нет, так нет. И спиним. Всякие блесна есть. Что им еще надо, какой вкус у них. На что ловить. Сейчас поедем. Почти вся дорога такая. Все год после дождей. Все ямы в воде. Ужасная дорога. Без вездехода проехать. Пробуксовка аж едет. Через какая-то машина тоже
проехала и там села на мост. Кое-как, наверное, вышли. Ох. Продуктовая жизнь. Ну, здесь уже недалеко. Вот речка там. Да, в прошлый раз, когда приезжали, ногти закидывали. Тоже не поймал. Еще не поймали. Правда, этого подъячка, который с берега закидывал, да. Короче, вот тут они сидели. Этот козлик, который вчера видел. Они поднимались по этой дороге и здесь вот все сели на мост, видимо, попались и, наверное, как-то выехали. Но обратно, походу, еще не спускались. Они с ночевкой-то же. Вот такая яма. И колея, уже глубокая колея. Из-за этого стояли. Идем дальше. Дошли до какого-то озера. Там вон утка. Вон утка, одиночка. Кушает. Испугался. О, кряква. Кряква. Нахожусь на озере. На речке делать там нечего. Вода большая. На спиннинг лучше не ловить, бесполезно. И были первые толчки, тычки. Или первая поклевка была. Вот на эту блесну. Какая-то китайская китайская какая-то под мепс сделана. Но не мепсовский. И даже щуку видел. Сантиметров 40, наверное. Этот, как его, гоняется. Но не берет. Не знаю, видно, нет тут. Вот. И, короче, тыкает так, тык-тык. Гоняется, но не берет. И несколько блесен там менял, его для раз ставил. Нифига, так и отошла куда-то, исчезла потом. Так, сейчас буду дальше ловить, а как ловлю, ну никак снять не получится. Камера без крепления. Ну, он так листит, так туда-сюда бегает. Так поиграет вроде нормально. Ну, не знаю, что им надо. Ну вот, первый улов. Вон какая щучка. Попался на вот такой Blue Fox. Blue Fox 3 номер. И щучка сантиметров 20, наверное. Не больше. Хочу отпустить. Пусть плавает. О, иди. Гуляй вообще. Плыви. Плыви домой. Не может оклематься. Жалко такого брать. Иди домой.
Думал, уже все поранил, а он плывет, оклемается. Поплыла. Поплыла. Надеюсь, выживет. Крючок там вытаскивал. Немножко, наверное, поранил. Нифига не тут. Клёва нету. Сколько уже накидал. Часа 2 уже на рыбачу. Остановился. Ну все нормально. Будет жить. На сегодня рыбалку закончил. Вот улов. 2 щучка. Где-то сантиметров 35-30. Попались они вот такую блесну, на белую. Не знаю, китайская какая-то тоже. Никакой записи нету. Надо было сразу на него ловить. Я уже последнюю очередь его прицепил. Стал закидывать вот тут. И уже в самом конце озера поймал 2 штуки. Может, больше и не было. Не знаю. А вот на этот китайский желтый тоже тычки такие были. Поймать ничего не удалось. И вот нет еще третий номер, маленький щурек попался, но я отпустил его. Мелкие, конечно, но на угол хватит. Я рад. Хоть попались такие. Ну все, солнце уже высоко. Сейчас закругляюсь. Оказывается, наверное, ранним утром надо ловить рыбу. А днем бесполезно, если только на фидер порыбачить. Ладно, пойдем к избушке. Обрезал болгаркой. Обрезал болгаркой. Уже, как сказать, вода уже, блять-то, сори.